Здравствуйте, Геннадий Васильевич. Добрый день. Скажите, пожалуйста, как вы поняли, что ваше призвание – педагог? Ну, я, когда в школе учился еще, хотел профессию получить, педагогическую профессию. И вот, после окончания школы поступил в институт и получил профессию педагога. Начал работать в 4-м училище в 1972 году. Сперва я работал воспитателем 7 месяцев, потом перешел мастером производственного обучения, выпустил одну группу электриков, потом перевели меня преподавателем физической культуры. И вот по сегодняшний день работаю в нашем техникуме. То есть у вас в трудовой книге всего одна запись значится? Ну, почти, да, одна запись. И вот работаю уже, скоро будет 45 лет работы в одном месте здесь. А скажите, пожалуйста, почему вы выбрали именно наш техникум? Ну, выбрал потому, что тут у меня знакомый работал здесь, и он пригласил, приходи, мол, узнай там. Сюда как раз директором встретились, и он мне предложил работать. И я сдал согласие, меня устраивало, и заработная плата, правда, 95 рублей, оклад был у нас тогда. Дал согласие и думал о дальнейшей работе. Хотел спортивно-массовую работу поднять в техникуме, и вот согласился работать. Скажите, пожалуйста, а вы помните свой первый урок? Конечно, помню. Это первый урок. Всегда, наверное, любой педагог помнит. Это очень волнительный был урок. Как сказать, готовился к этому уроку. Цели и задачи я тогда поставил, я думаю, тогда выполнил. Сам очень волновался, особенно в первой части урока, вот где-то минут 10. И потом все, успокоился. Я думаю, хороший урок был, детям понравился этот урок, я думаю. И я дальше начал работать спокойно. Старшие товарищи помогали в методической работе. И вот после этого уже самостоятельно начал работать. Геннадий Васильевич, расскажите, пожалуйста, о своих успехах, о своих учениках, которые вам больше всего запомнились. Ну, я еще когда работал в училище, сам занимался спортом, защищал честь училища, вернее, честь училища тоже, честь города, честь Чувашской республики на всероссийских, всесоюзных соревнованиях по легкой атлетике. И вот, когда устроился сюда работать, я начал вести спортивную секцию по легкой атлетике. И сам занимался с детьми. И вот у меня успехи сразу пошли. Значит, среди училищ у нас каждый ежегодно проводилась спартакиада по 8-9 видам спорта. И мы в течение, наверное, весь год моей работы мы ниже 3-го места спартакиады не занимали. Всегда 1-е, 2-е места занимали. Все грамоты до сих пор сохранились. Я иногда перелистываю эти грамоты. Самые памятные такие остались. Ежегодно проводилась легкоатлетические эстафеты на призы газеты «Советской Чувашии». И вот мы в группе правтехучилищ всегда 1-е места занимали. Всегда 1-е места. Все кубки до сих пор сохранились, все грамоты сохранились. Очень приятно было. Вот сейчас объединением всех училищ в техникум, значит, немножко мы сейчас среди техникумов все равно тяжелее. Там строительный техникум, другие техникумы, текстильный техникум, они сильнее. Мы немножко сейчас вот проигрываем. Ну, все впереди еще, можно наверстать. Сейчас только мы привыкаем с ними вместе выступать. Спартакиада. Ну, самое такое впечатление, наверное, за это время, это моя ученица, выпускница нашего училища, значит, она в 1992 году на летних Олимпийских играх в Испании, в Барселоне, по марафонскому бегу заняла 1-е место. И вот этот успех, я считаю, тоже моим успехом, потому что она в моей группе занималась, первые шаги в спорте делала.
Потом, после окончания училища, я ее передал другому известному в республике тренеру Кузнецову Михаилу Павловичу. И вот он благодаря, как сказать, стараниям, и моим стараниям, и стараниям Вали Егоровой, в 92 году стала олимпийской чемпионкой. Это большой, конечно, успех не только для нашего коллектива профтехучилища номер 4, всей нашей Чувашской республики, всей нашей России. И вот мне после Олимпиады в 92 же году присвоили сразу звание, решили в Москве, как первому тренеру, звание заслуженный тренер России по легкой атлетике получил. Вот такой самый первый такое впечатление, конечно, вот за это время училища. Ну, есть, конечно, за вот столько лет работы у меня мои выпускники после окончания училища поступали в высшее учебное заведение на факультет физвоспитания. Многие получили звание мастер спорта по видам спорта, как могу перечислить, там Казанкина Тамара, Волков, Александр Волков по бегу, Виталий Матвеев, дальше Федорова Зоя, она получила звание мастер спорта международного класса, тоже по марафонскому бегу, сейчас проживает она на Украине. То есть старание не пропадает. Часто они сюда, в Чебоксары, приезжают, сюда наш техникум сюда заезжает. Мы иногда организуем встречи такие с нашими сейчас со студентами. Очень приятное впечатление остается после них. Так что мой труд тут зря не пропадал, я считаю. Конечно, Геннадий Васильевич, у вас столько достижений, столько побед в вашей области. Скажите, пожалуйста, а что нужно, чтобы побеждать? Что самое главное? В любом деле, и в учебе, и в труде, и в спорте, чтобы побеждать, надо много трудиться, много тренироваться надо. Применять сейчас надо обязательно, вот сейчас в нынешнее время, современную методику тренировок. Сейчас вот много научно, так сказать, занимаются со спортсменами. Ну вот сейчас в последнее время в техникуме у нас легкая атлетика немножко ниже упала, потому что дети уже другие что-то не хотят заниматься, как раньше. Я помню, раньше у меня человек 30 уже они приходили, 35, а сейчас 15 человек, 16 человек записываются, а 6-7 ходят на занятия. Это очень, конечно, тревожит. Ну... А как же привлекать тогда детей? Вот что нужно? Привлекать, самому себе показывать, чтобы они занимались. Надо, то есть своим примером. Своим примером. Надо организовать встречи вот с этими ведущими спортсменами. Это очень, конечно, уже активизирует для тренировок. И часто выступать в соревнованиях, чтобы они о своих результатах знали. Что вот начал он, например, без разряда, через 3-4 месяца он 3-й разряд может выполнить, потом 2-й разряд и так далее. Ну, тут немножко я, конечно, отвлекаюсь от темы. В училище я работал много лет уже. За это время вел очень большую общественную работу. Где-то в течение 15 лет работал секретарем партийной организации. Более 20 лет работал председателем профсоюзного комитета. Так что общественная работа примерно 35-37 лет вел такой, как сказать, незаменимый Геннадий Васильевич был в общественной работе. Вот такой большой общественная работа была у меня еще общественная. Ну, с администрацией училища всегда, как сказать, нашел общий язык для коллектива самого, для наших работников, как сказать, всегда создавались условия работы вместе, чтобы никаких у нас не было противоречий с администрацией, всегда, как сказать, к общим знаменателям приходили в конфликтных ситуациях. Вот такую работу вел общественную. Геннадий Васильевич, большое вам спасибо за плодотворную беседу, за все ваши достижения, все ваши заслуги. И желаем вам здоровья и дальнейших успехов в труде. Большое спасибо. Ну что я в конце заключения хочу, чтобы наш техникум
В дальнейшем уже вот мы сейчас в составе техникума уже 3-4 год, чтобы он процветал, чтобы наши педагоги, наши студенты работали, учились в хороших условиях, чтобы они получили прекрасные знания и так далее, и так далее. И всему педагогическому коллективу и руководству техникума, чтобы желаю успеха в дальнейшем.